Привет, меня зовут Диана, я мастер по золотому шитью. Золотое шитье – одно из ярких традиционных видов ремесел Кавказа, в том числе и абазин. В основе золотого шитья лежит орнамент. Существует всего 3 вида орнамента – это зооморфный, растительный и геометрический. Особенностью абазинского орнамента является преобладание геометрических фигур и, в частности, треугольника. Существует 4 техники основных золотого шитья. Прикреп, то есть по настилу, гладь, плетение галуна и плетение басонных изделий. Раньше золотое шитье использовалось для украшения одежды, обуви, колчанов и лошадиных седел. А сейчас создаются целые орнаментальные композиции для декора интерьера, например, панно или ширм, и также применяются в украшении одежды. В среднем один маленький элемент в орнаменте занимает у меня около 2 часов. Из тех мест, которые я знаю, это колледж культуры и искусств Карачаево-Черкесской республики, где я и обучалась, и арт-центр Медина Сараль в Кабардино-Балкарской республике. Итак, приступим к практике. Первое, что нам нужно, это подготовить орнамент. Прорисовываем детали орнамента. Далее мы вырезаем орнамент. Но я уже подготовила трафареты, и теперь нам нужно взять металлизированную золотую картонку, приложить трафарет и вырезать 2 одинаково симметричные детали. Нарисовали с одной стороны, перекладываем на другую и точно так же обводим. Сейчас приступим к мелким деталям, их тоже нужно обвести. Теперь можем переходить к следующему этапу. Вырезаем детали из картона. Мы все вырезали и можем собрать орнамент. Когда орнамент у нас готов, мы можем взять ткань и сделать на нем разметки с помощью линейки и кусочка мыла. Отмечаем центр ткани и проводим вертикальные и горизонтальные полосы. Теперь нам нужно отделить детали орнамента друг от друга. Теперь мы можем приклеивать детали. Намазываем клей на середину элемента. Стараемся делать это аккуратно, чтобы клей не попал на ткань. Оставляем промежутки между деталями. Приклеиваем последнюю деталь. И можем приступать к следующему этапу – натягивать ткань на станок. Преимущество станка в его удобстве, но также можно использовать и пяльца. Вот наш станок. Берем нашу ткань с орнаментом и нашиваем вот сюда. Натянули ткань и можем приступать к основному действию, к вышивке. Отрезаем кусок золотой нити и кусок обычный. Берем иголку и вдеваем нить. Следующее, мы протягиваем иглу под картонкой
и вводим ее на лицевую сторону. Прикладываем золотую нить и закрепляем ее обычно, перекидывая нить на золотую и вытягиваем ее наизнанку. Стежки должны располагаться близко друг к другу. Для того, чтобы вышить одну вот эту деталь, мне потребуется около 3 часов. Вот примеры готовой вышивки, которые могут у вас получиться в результате. Золотое шитье помогает мне расслабиться, отвлечься от домашней рутины, развивает как руки, так и ум, а также процесс приносит мне удовольствие. Чтобы заниматься золотым шитьем, вам не нужно много затрат, а результат вам понравится.